Для научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии этот вид обезьян совсем новый. Яванские макаки были привезены в Абхазию несколько месяцев назад. Несмотря на то, что адаптационный период миновал, их держат в специальных боксах. Доступ к ним имеют только сотрудники института. Здесь они ухаживают за животными и проводят различные медицинские эксперименты в области разработки лекарств от неизлечимых болезней. Для начала эксперимента до введения исследуемого препарата мы берем так называемые фоновые точки. До введения препарата они нам очень необходимы для дальнейшего анализа. Вот на данном этапе занимаемся этим. Берем кровь, которая у нас будет как начало для следующего, чтобы анализировать уже препарат. Его действия. Первые 40 яванских макак были привезены в институт еще в феврале. После этого сюда доставили еще 54 обезьяны. Последняя партия животных была привезена месяц назад. Все это время они находились изолированно от сородичей, и специалисты наблюдали за их состоянием. По истечении месяца, убедившись в том, что животные вне опасности и у них не выявлено каких-либо заболеваний, их переводят в общие блоки с другими яванскими макаками. По словам специалистов, обезьяны быстро привыкли к местным условиям. Они стрессоустойчивы, быстро привыкают к людям в белых халатах и ко всем процедурам. Те животные, которые у нас участвуют в эксперименте, сидят отдельно в боксе или изолированы от большого количества людей. К ним ходят определенные люди, которые изначально во время карантина работали с ними, так, чтобы было меньше стресса для них. Есть определенная система работы, конечно. Мы также, если работаем с ними, также обрабатываем участок забора крови, так же, как и с людьми работаем, создаем такие благоприятные условия, соответственно, и также аккуратно все работают, так же, как и с людьми. В основном все эти макаки привезены из Вьетнама, но разводить их здесь не собираются. Именно на этих приматах проводятся испытания для создания биотехнологических препаратов нового поколения. Это объясняется тем, что препараты активны только в отношении человека или же на наиболее близких к людям из нечеловекообразных обезьян, а именно яванских макаках. Все эти испытания на базе сухумского ЕПИТа проводит крупнейшая российская фармакологическая компания «Биокарт». По словам ее представителя Якова Устюгова, испытания для создания препаратов от псориаза и рака проводятся в 3 этапа. Первый прошел в Москве, сейчас проходит второй этап. Сейчас мы проводим только оценку на животных, для того, чтобы подтвердить, что сам препарат в будущем будет являться безопасным для человека. После того, как мы получим эти данные, я очень надеюсь, что данные получим хорошие, начнется первая фаза клинических испытаний в России этого препарата, где будет показана его эффективность. Действительно ли этот препарат будет помогать больным и будет помогать излечивать меланому. Сейчас в Сухумском питомнике более 500 обезьян. Хотя это в 5 раз меньше, чем в советский период, научно-техническая база все же масштабна. Корпусы, боксы, вольеры – все это постепенно восстанавливается. Немало здесь и туристов, которые хотят посмотреть на обезьянок и покормить их из рук. На сегодняшний день 527 – это только наших обезьян. Я сейчас не считаю 94. Они очень неплохо размножаются, но я всегда говорю, надо учитывать, что одна самочка приносит только одного детеныша, и то через год. Учитывая, что не самый оптимальный у нас состав стада для размножения, то есть, во-первых, стадо старое. По поводу курортного сезона как-то меньше людей, да, чем в прошлом году? Я вам скажу, что на 6 месяцев прошедшие, можно сказать, столько же, там на 450 человек меньше. Это имеет, в общем-то, объяснение, потому что у нас был провален январский заезд, а остальные месяцы, в общем-то, так же, как и в прошлом году. Будем надеяться, что сейчас увеличится число. Необходимо отметить, что в этом институте зарубежным ученым работать комфортно. Это объясняется тем, что славная история советской биологии здесь заметна повсюду. Ведь в этом питомнике в свое время были разработаны многие лекарственные препараты и вакцины, которые спасли многие человеческие жизни. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.